Здравствуйте. Это программа «Якутия Лайф» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Человечность определяется не потому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется потому, как мы обращаемся с животными. Почему же порой животные разбираются в людях лучше самих людей? Именно на этот животрепещущий вопрос мы и попробуем сегодня ответить. А поможет нам в этом наши сегодняшние гости, директор городского пункта передержки безнадзорных животных и директор некоммерческого фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Вчера еще была информация о том, что в контейнере очень много трупов. Сегодня ночью один из волонтеров заглянул в этот контейнер, увидел все эти трупы, поэтому мы вот с утра здесь собрались. Тут было больше 200 собак. Сейчас их тут сколько? Я не знаю. Вот, перерезанная глотка у собаки. Буквально 4 марта мы приезжали кормить сюда собак. На данный момент тут нету ни одной собаки, ни одного щенка. После этого момента, скажем так, нехорошего, что убили всех собак, 72 собаки остались, переступили порог того, что начали новую жизнь при жизни, Там, получается, неоднозначные очень ситуации были. Там волонтеры приехали и обнаружили просто контейнеры с трупами. А вы там были среди них? Нет, я не была, я отсутствовала вообще в городе в этот момент, но наблюдала это все по Инстаграму, если честно. Когда уже я прилетела сюда, уже был самый пик, уже был разговор о том, что я прилечу и займусь тем, чтобы открыть компанию. По тем моментам было сказано, что это должно быть именно НКО, некоммерческая организация. Я прилетела, занялась, то есть уже в апреле я открыла. То есть этот момент дал хороший толчок для того, чтобы и люди задумались, потому что на тот момент это было очень резонансно. Это мы прогремели на всю страну, это был, конечно... Честно говоря, это был громкий позор вообще. Это, представьте, это мы, читали в России, а это читали даже за границей. На тот момент мне даже звонили и спрашивали знакомые, которые уже переехали за границу и живут там много лет. Говорят: Катя, неужели это правда? Я говорю: к сожалению, да, это так. И вот в этот момент, волонтеры, конечно, все объединились, стали все плечом к плечу и начали добиваться, давить, требовать о том, чтобы это все перешло действительно под их, скажем так, под их опеку. После этого был уволен начальник департамента ветеринарии. Там много было уволенных, скажем так, потом началось уголовное дело и тому подобное. Я очень долго за этим следила, читала эту всю информацию, читала очень много документов, пыталась понять, почему это произошло вот именно так. И почему в этом-то стали виноваты животные на самом деле. Когда мы стараемся идти к тому, что должен процветать какой-то гуманизм, что мы действительно цивилизованное общество, что мы должны идти по этой программе и думать о том, что у нас все будет хорошо, и мы рано или поздно к этому придем. И я в это четко верю, что мы рано или поздно к этому придем. Но, может быть, это был хороший толчок информационный для всех, потому что даже те люди, которые не особо любили собак тогда, на тот момент, у них тоже с болью в сердце, со скорбью на лице, они понимали, что это, действительно живодерничество. Поэтому на город тогда, конечно, очень много вылилось и грязи. Люди говорили очень обидные слова же, на самом деле. И республика потонула в тот момент. Вообще потонула в лице, вообще всего населения, что вот мы такие. Вообще с ужасом, конечно, все к этому отнеслись. После этого было обозначено между нами, между волонтерами, что надо что-то делать, предпринимать какие-то меры, а иначе этому конец не будет не положен никогда. Несмотря на то, что программа ОСВВ работает же уже много лет на самом деле. Но просто не хотели по этой программе работать, не готовы. Может, какие-то другие, были причины, скажем так. Мы пережили тот момент, был карантин, закрытие от бешенства. Потом вроде все нормализовалось, открытие произошло, и мы продолжили работу дальше. Было 72, если не ошибаюсь, собаки, которые пережили этот кровавое 8 марта, как говорят у нас. 72 собаки, и потихоньку они прибывали, отлов, потому что работа не останавливалась, по сути. Был создан фонд, именно на сегодняшний день, который занимается безнадзорными животными.
был открыт в апреле прошлого года и был открыт именно с целью того, чтобы забрать ППЖ вот именно в свое ведомство. Потом после этого шли очень длительные переговоры, объявлялся конкурс, тендер. В апреле до этого я зашла сюда от жилкомсервиса управляющим. Начала потихоньку уже настраивать работу. На тот момент я пришла, у врачей даже не было, наверное, ни перчаток, чем оперировать и тому подобное. Все это было старое, ржавое, без всякого обновления. Ну, на сегодняшний день видите, да, что мы улучшили максимально, как смогли. В августе месяце я уже приступила здесь работать со своим фондом. Выиграла конкурс, тендер. Ну и мы начали, в общем, налаживать уже все масштабно, в больших объемах. То есть на тот момент, когда принимала я ППЖ, было 100 посадочных мест для собак и 50 для кошек. На сегодняшний день я могу содержать около 700 животных, ну, свободно. Как бы это и теплое помещение, и построили мы очень много уличных вольеров. С прошлого года начали стройку, и вот в этом году уже пришли к такому количеству. Каждый день мы стараемся что-то добавлять, потому что собаки прибывают, количество их вообще безмерно не кончается, меньше не становится. А тем более сейчас осень, сейчас свадьбы, заканчивается дачный сезон. Хорошо, некоторые приводят напрямую сюда. Мы стараемся его пристраивать, потому что это хороший охранник. И есть моменты, что таких забирают очень быстро. А собака, получается, приблудная была, да? Нет, Собака, она нет? дворовая была. Дворовая. Дворовая, бегала где-то под гаражами, потом, ну, беременная, видно было, что она беременная, а потом на какое-то время исчезла. Потом я увидела, что из-под гаражей она выходит, и щенки-то слышно пищат. Мы этих щенков подкармливали, ухаживали как могли. И вчера вечером вот машина сбила мать этих щенков. На дворе зима, холод. Они просто не выживут. Поэтому это единственное вот место, куда мы можем обратиться. Все-таки тут тоже добрые люди. Ходят люди, смотрят, кого-то выберут. Да? Ну, какая-то надежда у щенков есть, у собак есть, обрести новый дом. Очень жалко. Пожалуйста, возьмите. Посмотрите, какие. Это же новая жизнь. Пропадут. Кому-то надо, они будут очень хорошими друзьями, детям. Ну и чтобы не могу больше говорить. Некоторые люди до сих пор думают, что в ППЖ убивают собак. До сих пор. После только какого-то мягкого 35-го разговора они наконец-то понимают, что ага, оказывается же уже не убивают, уже. Сейчас приезжают люди и говорят очень много, что собаки едят лучше людей, да, вот такие возгласы. Вот они у вас такие толстые, упитанные и тому подобное. То есть сейчас те люди, которые раньше поливали грязью, скажем, сейчас уже видят совсем другую сторону медали. И я надеюсь, что это будет идти дальше, дальше мы будем развиваться. Катя, я правильно понимаю, что вы готовы построить приют? Да, я с мая месяца, даже еще чуть раньше, с марта, прошу землю для того, чтобы построить именно свой частный приют. Ну, Свой частный, на свои деньги. да, абсолютно без помощи государства, без финансирования. Нет нужды в этом. Именно построить свое что-то, создать именно от себя. Но на сегодняшний день пока никуда не двинулись. А что вам нужно? Земля просто? Только землю я просила, да. Землю на сегодняшний день найти тяжело. Тем более надо учитывать те моменты, что там есть критерии того, что где должно стоять этот приют. Там не должно быть рядом частного сектора, естественно. Там есть именно какие-то параметры. И надо, чтобы это подходило по земельным участкам, действительно. Ну, не знаю, надеюсь, конечно, город откликнется, услышит и даст землю все-таки на каких-то условиях, согласно даже рассмотреть всякие варианты, может, с последующим выкупом какой-то аренды, что-то, но готова рассматривать все, чтобы хоть что-то начать создавать. И в этот приют тогда отправятся пожизненники, которые тут сидят? Ну, вообще я считала, что если этот приют построится, то он немного разгрузит действующий ППЖ. Приютом он не стал, этот ППЖ, поэтому он останется, да, наверное, не знаю еще сколько времени до принятия какого-то решения, он останется именно пунктом передержки. То есть это программа ОСВВ. Приют созданный, да, там действительно можно будет посадить собак, которые на пристрой. То есть это
может быть, каких-то стареньких. У нас же здесь очень много сидит уже старые слепые собаки. Их же никуда не выпустишь абсолютно. Это жалко же. А там уже можно будет посадить, ну, чтобы они, ну, маломальски доживали потихонечку. Приют вообще, в принципе, нужен. По закону это же должен быть приют. В каждом нормальном цивилизованном городе должен быть приют. И у нас он тоже должен быть обязательно. И он должен быть не просто там каким-то государственным, что-то еще. Это должно быть волонтерским именно. Именно те, кто любит этих животных, должны там заниматься и работать. Потому что то, что здесь пункт передержки, я согласна, да, это пристанище 30 дней, и здесь должна идти работа, и показываться статистика, и что-то двигаться. Ну и по сути вы этих пожизненников тут не должны содержать ведь. Ну, по сути, они должны жить в приюте на пожизненном содержании. Но они содержатся у нас, но, естественно, мы их не выпустим, не придадим эвтаназии, скажем так, да, как это было раньше. Они будут сидеть в любом случае на пожизненно. Умрут своей смертью. Ну, пункт передержки, скажем так, это временное пристанище. По закону должно длиться 30 дней. Собаки у нас 30 дней, естественно, не сидят. Поток огромный, кто-то задерживается и 2 месяца сидит. Собак очень много, поэтому мы, так как это пункт передержки, да, в первую очередь, мы проводим все манипуляции по программе ОСВВ. То есть это отлов, стерилизация, кастрация, вакцинация, выпуск. На улицу уходят животные, которые не агрессируют на еду, на человека. То есть, если есть какие-то позывы агрессии, собака остается сидеть здесь. Неважно, это, может быть, не будет именно на пожизненное содержание. То есть, мы будем с ним работать, смотреть и понимать, что вообще можно его выпустить или нет со временем. Такие собаки задерживаются, естественно, на дольше. Сразу хочу дать понять, что есть пожизненные собаки, которые действительно агрессивные. У них тяжело убираться, их тяжело даже кормить. Они тоже сидят. На сегодняшний день таких, по-моему, 45 или 46 собак. Одного сегодня забрали. Вроде бы и агрессивный, но вот человек почему-то нашел к нему подход. Посадит частный дом, на цель будет охранять. И с него очень хороший охранник будет. Точно никто не зайдет. Ну, дай бог, конечно, все у них получится, посмотрим. Но человек смог забрать эту собаку, то есть обуздать. Несколько раз они приезжали, пытались с ним общаться, знакомились. В итоге поняли, что они его забирают, и забрали. То есть не всегда собака будет агрессивна во всех, да, вот, картинах. Как может она агрессивно по каким-то причинам проявляет, да, агрессию, а может расположилась вот к этому человеку, ну и вот уехали. И присылают нам видео, как они его с осторожностью кормили первое время, побаивались. Ну а сейчас там вообще... Там не Казбек, там Пушок сидит прямо настоящий. Просто ласковый огромный пес. Ну, а его сделало что таким? Конечно, любовь. Дом, любовь, забота. Вот и все. Но большинство можно социализировать собак. Если с ними будешь работать, любить, дом, еда, и все нормально, все в порядке. Ну зачем ему быть злым-то? Не для чего, мне кажется. Уже стараемся пристраивать. Это собака с Богдана Чижика. Очень много было криков о том, что она кусучая. Я не спорю, агрессивные собаки есть. Может быть, они агрессируют тоже не от доброты людской далеко, наверное. Но вот эта собака точно не агрессивная. Мы ее забрали, естественно, выпускать мы ее не будем. Живет она у нас, никуда не уходит. Вот так и будет жить. Вот, да? Ну, пока, да, надеемся, что, может быть, пристроит. И она такая не одна. Вот такой же у нас Борис. Они все стерилизованные, кастрированные, вакцинированные. Ну и угрозы точно никакой не представляют. Ну, максимально мы стараемся достраивать, строить, добавлять, чтобы... Потому что зайдем мы скоро в зиму. Зимой собаки не выпускаются. Самые холода, когда наступят, собаки будут пребывать, но на улицу выходить обратно не будут. Потому что, выпустив их, это на мороз, это лютая смерть. Катя, а как вы сами к этому пришли? Потому что вот когда обсуждался этот вопрос и так далее, там за защитники, круглые столы и так далее, но вот я вас среди защитников не видела. И там были, да, был фонд «Белый бим», Марина Сантаева, один из главных претендентов там на это содержание пункта передержки. Были еще какие-то люди. Ну, я немного была, скажем так, в стороне и вообще этими вещами занималась, скажем так, подпольно. То есть я могла
помочь волонтерам, где-то профинансировать. Тоже отчасти следила за жизнью ППЖ. Сюда приезжали мы, выбирали собаку. То есть я видела эту всю ситуацию и картину полностью. Были мы еще в самые морозы здесь. Ситуация была как бы печальная. И один момент был, у меня сбежал пес. Я его тоже искала здесь в первую очередь. Естественно, когда потом между нами поднялся вопрос, кто этим займется, стал вопрос, почему я? Потому что шла я сюда, честно говоря, далеко не за деньгами, потому что есть у меня еще одна работа. Я самодостаточный на сегодняшний день человек и за рублем абсолютно не гонюсь. То есть здесь, работая, не придешь на голой инициативе работать. Тут нужны какие-то вложения всегда. И эти вливания должны быть со стороны. То есть мало того, что у нас есть субвенция, ее в реальности не хватит, чтобы строить, держать и держать вот в таком состоянии, как это, допустим, сейчас есть. У нас идут огромные закупки, и они происходят именно на продукты. То есть у нас 3 контейнера, и они полностью забиты именно кормами сухими, то есть это мясная продукция и крупа. Потому что собаки едят, им ежедневно варится каша свежая, она либо на рыбе, либо на мясе, с добавлением сухого туда корма, чтобы более питательно это было. Также туда добавляется и рыбий жир, и это все огромные деньги на самом деле на сегодняшний день. На корма я не жалею, на медикаменты абсолютно тоже, поэтому как бы вливания со стороны нужны. Я же правильно понимаю, что вы не только тут не зарабатываете, но еще и свои деньги тратите? Да. Я начинала с апреля месяца, когда пришла. Я вообще тут ничего не зарабатывала, зарплату мне поставили от жилком-сервиса. По-моему, около 30 или чуть-чуть больше, скажем так, да. На самом деле моя реальная зарплата, да, на первой работе в разы намного больше. То есть, просто из-за денег идти сюда нет смысла. И когда я пришла, получала зарплату в 33 или 35 тысяч, я понимала, что здесь я и зарплату получала, отдавала сюда ее, сразу не задумываясь. И помимо этого еще тащила деньги из своего бюджета, потому что здесь ничего не было. Абсолютно не было условий для того, чтобы мои работники вроде бы под моим началом начали хорошо работать. Торги – это тоже деньги, обеспечение контрактов – это деньги, создавание этой компании вообще. Это все упиралось в очень кругленькую сумму, скажем так. Не придешь ты с пустыми карманами, не откроешь фонд и не скажешь, что я вот хочу работать, и все, я готова. Дайте мне субвенцию, там несколько миллионов, да, как вроде бы кажется. И я буду готова. Нет, мы работали первый месяц, в августе, когда мы выиграли контракт, чтобы, да, понимали картину общую, целый месяц я отработала за свои средства. То есть я выдала людям зарплату, я провела отлов, там, расходы бензина, корма, абсолютно все это ложилось. Только после этого я, сдав свою работу, получала. То есть у нас постоплата, авансирования у нас никакого нет. Сначала работаешь за свои, потом получаешь. Но смотрите, вы пришли в сложившийся коллектив, когда вот управляющие пришли. Опять же, такие были моменты подстрекательства какие-то, да, потому что когда меняется руководство, меняется вообще по идее все. Тем более вы меняли систему ведь. Да, я вообще целиком ее меняла, и когда, грубо говоря, у меня сидит охрана, да, я пыталась со всеми поговорить, со всеми выяснить, как здесь было, как была жизнь до меня. Потому что для меня это был новый опыт, мне все равно надо было понять все стороны и вообще поставить как-то эту работу. Но вот ваша работа, она ведь не была связана там ни с животными, ни с ветеринарией. Нет, вообще никак не было связано, абсолютно. Поэтому я училась именно здесь, когда приступила. Получалось так, что я зашла, знаний у меня было 0 практически, минимум. И всему этому я уже училась совместно. Со старыми работниками я узнавала, как, что. Старые работники, да, работали. Я не хотела их увольнять, я оставила весь коллектив. Со временем оно пришло вот так, что эти люди не вписываются в мою новую систему, скажем так. Абсолютно немножко по-другому видение. И потом я поняла такой момент, что когда они очень долго проработали в одной системе, они не готовы переключиться на мои требования, какие-то приказы, что вот я поставила, что вот так должно, что охрана там должна целый день следить за водой, когда жаркие дни, что собака там опрокинула ведро, ей надо подлить, долить. Это вроде бы мелочи, но эти мелочи, он же сидит, пес на жаре, он и так обделен,
Ну, почему не пойти, не подлить ему воды? Охрана не готова была это делать. Поэтому, естественно, мы попрощались с частью. Заменили теми, которые готовы целый день бегать с этим ведром и подливать. Потому что, ну, в частности, ему особо-то делать нечего. И он попутно убирает территорию, что-то носит, что-то делает, подметает, убирает, тут же где-то распутает собаку. То есть здесь должны работать те люди, которым эти собаки не безразличны. Это прямо однозначно. И ну, так должно быть заведено здесь. Если душа не лежит, то ну, нечего здесь делать. Поэтому вот я вижу как бы эту ситуацию по-другому. Поэтому коллектив сменился. Ну, вот я знаю, что вам много помогали волонтеры, горожане, там, защитники из других городов даже. Они по сей день помогают, занимаются пристройством собачек, стараются где-то как-то куда-то на передержку забрать, если это маленькие собачонки, ну вот которые квартирные, что им здесь действительно не место. Понимаю, что сидит большой пес на будке, ему легко. А какую-нибудь маленькую домашнюю спаниельку, ну куда ее? И в клетке не подержишь, и на цепь не посадишь, она же домашняя вроде. Да, они таких собак стараются быстренько забирать куда-то на передержке, пристраивают. Ну, тоже помогают. Горожане тоже очень много помогают. Когда наступают морозы, у нас прям повально идет суббота, воскресенье. Идут люди, даже не волонтеры, а просто вот неравнодушные, которым, да, жалко этих животных. Они понимают всю ситуацию изнутри. Идут, утепляют будки, колотят шторки, кидают сено целый день. То есть это для нас вообще огромная помощь. Почему? Потому что рук реально не хватает. Хочется что-то сделать, больше успеть. Уже потом будет мороз, холод. День короткий, темнеет рано. То есть вообще максимально времени минимум остается. И когда вот такая помощь со стороны волонтеров и даже просто горожан, ну это огромный вклад, я считаю. Ну и оказывается, хороших людей все равно больше в нашей республике. Неравнодушных тоже считаю, что больше, чем ну, вот как-то людей, которые лояльно к этому относятся. Не часто на выходные приходят школьники, когда у них каникулы. То есть они собираются группами и идут к нам. Они, ну вот сегодня, да, в частности, пришли с какой-то акцией, потом они будут приходить, помогать кидать это сено. То есть там уже они прям целыми компаниями приходят со школы, с университетов каких-то, ну, в общем, с учебных заведений. Они реально приходят помогать. Ребята, скажите, зачем приехали, что привезли? Ну, мы из Северо-Восточного федерального университета. У нас проходит кадровое мероприятие «Форвард», и сегодня у нас День добра, поэтому мы пришли сюда, принесли самодельную будку, корм и пришли посмотреть на собак. А взять себе не хочешь щенка? Не получится, к сожалению. А на вашей будке что написано, покажите. ВПОС Северо-Восточного федерального университета. Как ваш обычный рабочий день проходит? От зари до зари, вообще, если честно, нескончаемо. Вообще где-то с 7 утра уже начинается, я уже начинаю просматривать заявки ЕДДС. Планируется день ловцов, то есть куда нужнее. Уже смотрим сообщения в WhatsApp, группы, то есть округа, куда просят, куда нужнее, куда быстрее, куда надо. То есть с утра уже распределяем, в 9 выходят работники, с 9 уже 2 бригады отлова уезжают на отлов. Одна стабильно по округам, то есть у нас вся неделя с понедельника по пятницу расписано по округам. То есть одна машина четко уходит по этому графику, вторая машина уходит по заявкам ЕДДС, где, может, что-то произошло, где-то какие-то там нападения, покусали, или в подъезде собака не пускает. То есть стараемся реагировать быстро. Ну и сейчас, конечно, патрулируем парк, потому что, видать, собаки начали двигаться по городу интенсивно, и почему-то их пристанище – это парк культуры и отдыха оказался. Ну, потому что там кормят, там больше неравнодушных людей, которые прикормят, что-то дадут, какой-то кусочек хлеба. Да и волонтеры часто туда выходят просто подкормить этих же собак, потому что там, помимо этого, еще и наши с бирками сидят одни и те же, там 5 или 6 штук. Но все-таки там дети, там население очень много проводит время. Поэтому стараемся как бы обезопасить именно место, вот общественное. А говорят, что когда собаки сбиваются в стаи, то у них обязательно вожак там какой-то вот нестерилизованный.
Зачастую, да, если посмотреть статистику даже покусов, преобладают покусы от домашних собак, не от бесхозных. Почему? Потому что домашние собаки, они именно и создают эту стаю. Естественно, он главнее, он вожак, он не боится человека, потому что он живет рядом с ним, он с ним вырос, то есть страха к людям нет. Он, создавая эту стаю, там в этой стае будут все. Естественно, и наши биркованные, наши выпускники, да, прошедшие программу СВВ. Естественно, если кинется этот вожак, то остальные псы его должны вроде как поддержать. Но это так заложено инстинкт в природе. такой, Да, да. инстинкт. Оно это будет. И вроде бы и псы безобидные, а получается, что один поведет всю стаю. А на самом деле, да, по городу я мониторю, смотрю, где выпущены собаки, смотрю, как, где они себя ведут. Наши биркованные псы, да, неважно, это сука, кобель, они вообще очень все лояльные. Они спят на остановках, ждут. Почему ждут, да? Потому что в основном их кормят дети. Дети и пожилые люди. У них всегда в авоське лежит какой-то корм, какие-то косточки, кусочек хлеба. И они, ну, действительно кормят этих собак. Почему? Потому что, ну, болит у них за них душа, да? Эти люди, да, которые кормят, они реально понимают, это проблема, это создано человеческими руками. То есть ненужную собаку выкинуть, потом она плодится, потом она размножается, и это отсюда, все пошло-то именно отсюда. Не зоозащитники в этом виноваты, что приняли там такой закон, и он не всех устраивает. Ну а здесь тогда надо немножко другую сторону медали посмотреть. На самом деле же все создали люди, а теперь с этим стараются бороться зоозащитники и вообще, да, просто люди. Я понимаю, что не всем уместно, что эти собаки, ну, скажем, в городе гуляют. Не должно быть у нас на улице вообще, в принципе, бездомных собак. Зачем? Для этого должен быть приют, для этого должны они устраиваться в семьи, то есть как-то по договорам, чтобы можно было потом курировать, проверять. И в первую очередь за это должно быть наказание. Ну, это вообще цивилизационная проблема получается. Ну, конечно, это проблема, ну, не только нашего города, да, проблема же это везде стоит остро. Только где-то дальше продолжают убивать, а где-то действительно пытаются работать. Численность у нас ведется. При входе, допустим, когда собака только прибывает, неважно, щенок это или собака, ей ставится чип. Таким образом, в дальнейшем мы сможем определить, откуда он, потому что ему заводится по этому номеру чипа карточка. А, чип это не бирка, это вот... Нет, чип это чип. На входе они все чипированы. То есть они все вот все там они чипированы? Все чипированы абсолютно. Ага. Потом мы также передаем в управление ветеринарии. Если собака убежала у хозяев, по чипу можно определить, кто хозяин. Поэтому чипируются абсолютно все. А бывает так, что на улице собаку отловили, а она чипированная уже? Да. Мы этот чип выставляем в Инстаграм. Ну не плачь, быстро будет, больно не будет. Первый и второй день мы их глистогоним, всех щенков. Наблюдаем, чтобы не было болезни. А что за информация там содержится? Ну это номер его. Номер. По номеру, вот сейчас, допустим, мы делаем ему, заводим карточку, пишем возраст, вес, рост и откуда он прибыл. То есть, если он будет проходить какое-то лечение, заболеет, глистогонка, прививки, все, потом туда сядет стерилизация и кастрация в эту карту. Вся информация. Бирка ушная ставится на ухо. Мы их разделили по цветам, то есть красные это девочки, зеленые это у нас кобельки. Ну, чтобы издалека уже можно было определить. После того, как полгода наступит, он половозрелый становится. Стерилизация, кастрация, ну, девочка, кобель. И тогда вот этой девочке поставить... Стерилизации и кастрации, да, под наркозом, когда делается операция, ставится бирка. То есть мы не живодерничаем, на живую этого не делаем, потому что это, ну, это все равно больно, хоть как. В любом случае здесь это делается на столе, сразу при операции, пока он находится под общим наркозом. Все, и потом уже, конечно, с этой биркой может выходить на улицу. На бирке отмечено, что он стерилизован, его номер, он остается в базе, поэтому можно всегда найти, посмотреть, откуда, что и где он бегает. Тем более у нас сейчас цивилизованный век. Ну, скажем так, да, 21 век технологий, везде камеры, везде все можно выяснить, увидеть.
И когда за это будет жесткое наказание, я думаю, что немножко люди одумаются. Да, я понимаю, что сначала после этого будет выброс жесткий этих животных, но потом все устаканится. И, наверное, надо так поступить. Почему? Потому что тогда в следующий раз, когда захотят взять питомца, 10 раз подумают перед тем, чтобы его взять. Потому что будут знать, что не понравится, выкинуть не сможем, потому что придется заплатить огромный штраф. В цивилизованных городах люди так не делают. Животное взять с приюта – это равносильно взять ребенка с детского дома. А у нас все очень просто. Пришел, взял, не понравился, выкинул. Все. И потом не отследишь, как они, ой, ну, убежал. Ну, конечно, понимаю, пес может убежать, это же все-таки собака, да. Но в первую очередь надо было обезопасить, чтобы он не смог сбежать. Кать, вот за эти 1,5 года, что вы тут работаете, количество собак, оно стабилизировалось как-то или они все прибывают и прибывают? Нет, они прибывают, на самом деле, щенков тоже огромное количество. И собаки, отлов работает, все равно прибывают. И, ну, скажем так, по прошлому году мы отработали, да, за прошлый год около 2000 отлов. В этом году уже 1500 отлов. То есть собак большое количество. Сколько сегодня здесь собак? Сегодня 467, ну, плюс сегодняшний отлов тоже 480. Таких маленьких очень сложно поймать. Они умные, пронырливые. Поэтому, естественно, они их стараются ловить дротиками. Это выход, допустим, в такой ситуации. Ну и поспит полчаса. А вот была же раньше такая еще ситуация, что вот эти дротики, Наполняли аделином да. и сразу посмертно. Да, было. Ну, на сегодняшний день нету такой практики, ничего не делаем. Мы пользуемся седамидином. Это, ну, маломальски такое средство, которое ложит на полчаса и быстро. То есть, если дротик попал, то это где-то минута, максимум 1,5, собака уже все теряет контроль над собой и уже ложится. А от размера собаки же это тоже зависит? Да, они заполняют дротики именно по приблизительным килограммам. Если переборщить, собака не выживет. Но вот за границей, откуда к нам пришла эта программа ОСВВ, там помимо этого еще и стерилизуют всех хозяйских собак, те, которые не племенные, и люди платят там какие-то деньги за то, чтобы собаку свою оставить размножаться. Но это должно действовать и у нас. Собак должны свои хозяева стерилизовать, потому что, ну, если нет смысла в щенках, если у них, допустим, да, Не племенная собака. да, сидит пес на охране, там, либо просто, скажем так, да, друг семьи, и он иногда выходит на самовыгул и тому подобное, то нет смысла же в этом. Надо стерилизовать, кастрировать. Потому что на сегодняшний день простерилить собаку в наших клиниках вообще не дешевое удовольствие. Они, то есть это по весу животного, иногда это доходит до 5, до 6, до 7 тысяч. И это будет какая-то небольшая кошечка или какая-то собачка. Но не каждый человек готов, да, на сегодня, скажем так, выложить такую сумму. Поэтому должна быть какая-то бесплатная стерилизация. Должны быть какие-то, я не знаю, может, раз в месяц, какие-то дни, чтобы действительно люди могли, услышали и пришли там, допустим, простерилили. Мы же оказываем такую вот поддержку людям. Приходят старики, скажем так, да, люди пожилого возраста. Их собака попала в отлов. Через день-два они приходят, это наша собачка. То есть они ее забирают. Мы их уговариваем, чтобы они оставили ее и простерилили. Ой, нет, нету возможности, нету денег. Когда говорим, это все бесплатно, ой, да, конечно, соглашаются. И мы очень много простерилили просто хозяйских собак. Почему, да, так делается? Потому что, ну, у меня-то программа ОСВВ должна работать, да, по идее. А начинать-то надо с хозяйских собак в любом случае. И склонять их к тому, что если у них собака стерильна, то я уже точно знаю, что она, даже если попадется в отлов и выйдет на самовыгул, потомства она не принесет. И эти люди не пойдут потом с этой коробкой куда-то подкидывать, правильно же? Поэтому, да, мы такие услуги делаем. Немного, но практикуем. В любом случае идем на уступки, даже когда просто приносят. А что может решить эту проблему в корне? Вот эта вот программа ОСВВ, она ее когда-нибудь решит? Когда-нибудь решит, но это не только должна работать программа этого ОСВВ. Здесь
должна быть целая связка мероприятий. Здесь должно быть наказание для хозяев, да, которые отпускают на самовыгул, потому что их собака пошла погуляла, потом потомство. Это потомство куда девают? Либо принесут сюда, либо выкинут на улицу в коробке, как ненужное, да, либо подкинут в подъезд, что чаще всего, да, происходит. Вроде бы жалко на мороз не выкинуть, подкинем в подъезд, может быть, разберут. Не разберут, умрут они от голода и от холода на самом деле, а может быть, кто-то мимо пройдет, пожалеет, да, там, мягко говоря, и заберет себе на передержку. А налог на собак, которые вот предлагали ввести? Ну, налог на собак сначала усугубит ситуацию, а потом, наоборот, ее улучшит на самом деле. Налог на собак вряд ли у нас население будет готово платить, скажем так. В некоторых городах содержать питомца – это роскошь. На самом деле это роскошь. Не дают просто, нет возможности взять себе питомца домой, потому что надо заплатить налог, какие-то содержания, что-то, что-то, что-то. И это регулярно, ежемесячно, как пойти и за свет заплатить. То же самое. У нас люди, ну, вряд ли, наверное, будут готовы. Ну, а с другой стороны, ко всему можно привыкнуть же, правильно? Мы же приспосабливаемся как-то жить, к каким-то новым технологиям, новшествам, что-то, что-то, что-то. Раньше и знаков на дороге не было, но мы же научились их соблюдать, да? Ну, даже собаки научились их соблюдать, они же Да. переходят дорогу на зеленый свет. Совершенно верно. Поэтому я думаю, потихоньку, если это вводить, то это получит результат очень хороший, масштабный. Мы должны быть примером вообще. Ну вот, крайний север, да. У нас, наоборот, должно быть гуманное какое-то отношение к животным, потому что они же, большая часть, более 50% зиму не переживают. Мы занимаемся подбором, да, вот чистим город, подбором трупов, чтобы они не валялись там на глазах нигде. И в начале года, после зимы, они как подснежники, их очень большое количество. То есть они замерзают от голода, от холода. Так вот быть не должно. Катя, спасибо вам большое за беседу. И желаю удачи. Очень надеюсь, что у вас все получится. И вам спасибо, что пришли. Я надеюсь, что немножко народ просветится, немного увидят жизнь ППЖ, потому что здесь очень, ну, много людей здесь не было, скажем так, и не знает вообще. Я тут была год жизни. назад, тут очень много изменилось, действительно. Ну, согласна, но это только начало, скажем так, будем мы все равно идти вперед и дальше. И я надеюсь, что вообще все будет хорошо. Это только первый год работы, а там в будущем посмотрим и дальше, и будем расти. Может быть, и приют свой, и еще что-то, еще что-то. Искренне желаю удачи и верю, что у вас все получится. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.